Сегодня в Назране состоялось открытие 12-этажного жилого дома. На торжественной церемонии присутствовал глава Ингушетии. Это инвестиционный проект, застройщиком которого является Магомед Харсиев. При строительстве здания со 110 квартирами использовались современные технологии и высококачественный материал. Учтены также вопросы энергоэффективности и противопожарной безопасности. Репортаж Заримы Ивлоевой. По улице Московской, наконец, действительно московский дом. Открывают его только сегодня, но назрановцы уже давно нарекли его одним из самых красивых домов в городе. Светлые и просторные подъезды, светодиодные лампы с датчиком движения, что экономит бюджет, и лифт, застрять в котором, как уверяют подрядчики, почти нереально. В каждой квартире автономная система теплоснабжения, так что Башир Харсиев, кстати, первый житель элитной многоэтажки, может настраивать погоду в доме независимо от своих соседей. Я заехал в новую квартиру только вчера. Мне все нравится. Очень обширная, комфортная квартира. В хорошее место, хороший вид с окна. Я доволен. Для полного счастья не хватает только дружных соседей. Впрочем, их ждать долго не придется. До торжественной церемонии открытия глава региона Юнусбек Евкуров поздравил назрановцев с открытием нового дома и вручил ключи 3 новоселам. Сегодня мы открываем вот этот дом. Мы помним, какая трагедия здесь произошла в 2009 году. Долго думали, что здесь делать, как сделать, к чему привести. Все-таки нашли применение этому участку, отдали в руки инвестора. Инвестор построил великолепный, наверное, один из самых красивых домов в республике. Я знаю, что уже многие квартиры выкуплены. Цена вопроса с учетом этого дома, она тоже соответствует рыночным. Но самое главное, что за этим домом надо ухаживать. Дом снабжен личным генератором и трансформатором, так что без тепла и света жители дома 33 не останутся. Все работы, по словам инвестора, сделаны по совести, так что многоэтажки не страшны даже сильные землетрясения. Ценош застройщики что нахади он равняется del лоусон дед я на фетсу вы хайкат вы ди хост ценош ди вы ди холги ди вы ваш я долги вы ди ханал долги мы создать ди тысяч зеца долцы дой ер тогож мадир шимал да хамди я долцы дой я вы тысяч создать дача уздал яндали ди обслуживающий непосредственно лифты, сантехнические, электрические, службы организованные, дал яндали уборка, уздал шимал да хамди. Бог деш худоквей. 12 этажей, 110 просторных 2- и 3-комнатных квартир от 60 до 90 квадратных метров. При строительстве использовались самые современные материалы, обеспечивающие требования энергоэффективности и пожарной безопасности. Одним из первых жильцов дома стал Батыр Хаутиев, который принимал непосредственное участие в строительстве объекта. Самый надежный дом, признается Башир, дом, построенный своими руками. Адресная сигнализация, консьерж постоянно находится в этом помещении. Он может в любое время наблюдать. В случае отсутствия жильцов в квартирах, у нас в квартире есть датчики, то есть при сработке консьерж знает, в какой-то квартире произошло возгорание. И в общих коридорах при сработке она видит, на каком этаже это все произошло, и может, соответственно, нажать тревожную кнопку и вызвать соответственные органы. Также тут и телевидение цифровое сделано, сделаны домофоны для удобства людей, контроль доступа здесь есть. Как вы видели, шлагбаум при входе, и опять-таки посторонний человек не сможет зайти в подъезд. Помимо жилых квартир, на первом этаже будут сдаваться помещения под магазины и офисы. С внутренней стороны двора уже расположились игровая площадка и парковка. Глава региона также дал распоряжение в кратчайшие сроки привести в соответствующий вид и всю прилегающую территорию. Зарима Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.